Анжелика Викторовна, здравствуйте. Я очень рада с вами познакомиться. Я долго готовилась к встрече и много интересного узнала. И мне бы хотелось, чтобы вы поделились с этим с нашими читателями. Спасибо большое, Анечка. Мне очень приятно, что в этот замечательный день я веду разговор с такой юной журналисткой, которая только начинает вести эти интересные передачи. Ну и хочу выразить особую благодарность руководству детско-юношеской библиотеки, которая в это непростое время, когда, к сожалению, дети не могут посещать библиотеки, в силу известных обстоятельств, руководство придумало такой замечательный проект. И поэтому каждый ребенок со своими родителями могут в режиме онлайн продолжать посещать библиотеки. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Я родилась и выросла в Улан-Удэ, закончила замечательную школу номер 35. После окончания я поступила в Иркутский государственный университет, исторический факультет, закончила еще Институт иностранных языков. Так что, можно сказать, по специальности я историк и филолог. Конечно, я хочу сказать, что мне очень повезло с семьей, что у меня замечательные родители. Мама у меня, Ольга Муковиновна, врач, заслуженный врач республики. Мой папа Виктор Владимирович, он первый мастер спорта по греко-римской борьбе в Усть-Ордынском округе. И в свое время был самым молодым председателем колхоза имени Барсоева. И очень интересно, он всегда вспоминает, что в то время, когда он был председателем колхоза, именно там, в Кырминской долине, был поставлен памятник нашему замечательному великому герою Советского Союза Барсоеву. И когда было принято решение этот памятник поставить в Улан-Удэ, моего отца приглашали как эксперта, чтобы посмотреть, насколько этот памятник похож на тот, который стоит на родине нашего великого земляка. Как-то коротко, наверное, и все. Если я уже, Анечка, сказала о родителях, то, наверное, надо сказать, что я, конечно, мама. У меня 4 детей, замечательная дочка. Меня лично, воспитывала. Родители воспитывали, наверное, как всех. Они очень много работали. Времени на то, что прямо заниматься воспитанием, конечно, у них не было. Но такие, наверное, понятия, как честность, ответственность, доброта, это все идет от семьи. И поэтому очень много и очень важно, чтобы в это непростое время родители, несмотря на их занятость, они, конечно, больше уделяли времени своим детям. Но у нас, как всегда, есть запасные тылы в лице наших дедушек и бабушек. И я желаю им, конечно, здоровья, сил и такого творческого долголетия. Как я знаю, вы по профессии журналист. И можете вы что-нибудь посоветовать моим ровесникам, которые хотят в будущем выбрать эту профессию? По профессии я, как я сказала, я историк и филолог. Журналистом стала уже будучи, когда отработала учителем в школе, когда отработала в университете. В то время, когда вся страна кинулась в коммерческий рынок, когда даже в Улан-Удэ у нас появились все эти товарно-сырьевые биржи, конечно, я работала и там. Но в журналистику я пришла очень осознанно. В журналистике нельзя просто работать. Журналистика – это состояние души. Если ты готов работать круглосуточно, несмотря вообще ни на какие трудности. Если ты готов разговаривать с людьми так, чтобы им тоже хотелось с тобой разговаривать, и в то же время ты должна чувствовать огромнейшую ответственность, и в голове всегда должна держать, что как твое слово отзовется. Есть такие слова классика, нам не дано предугадать. А мы как раз, журналисты, должны предугадать, какие действия, вообще какие эмоции последуют за тем, что мы сказали, что мы написали. То есть это очень важно. И ответственно, особенно в наше такое непростое время, быть журналистом. Профессия журналиста – это очень интересная, но в то же время сложная профессия. Наверное, как у всех.
Вот, сложно, трудно быть врачом, трудно быть педагогом, трудно быть инженером. Вот, да, трудно быть журналистом, но просто нужно любить, наверное, свою работу, чувствовать свое призвание. Вот тогда все получится. Самое главное, как всегда говорила моя мама, было бы желание. Вот все остальное приложится. Ну, я тебе желаю успехов вот в твоем долгом пути, если ты действительно решила стать журналистом. И вот это очень хорошо, что ты уже начинаешь работать, осваивать профессию. Это все пригодится. Спасибо большое. Наверное, вы очень много читаете. Какие книги вы любите? Какое место занимает чтение в вашей жизни? Всегда такой очень трудный вопрос, потому что, конечно, книги читать очень хочется. Но трудно сказать, какая вот сейчас у тебя любимая книга, потому что хорошей литературы много. Ее можно купить не просто в магазинах, а и в многочисленные интернет-площадки. Конечно, вот если вот забегая немного вперед, в детстве у нас, наверное, было не так много книг, наверное, не так была богата домашняя библиотека. Вот мы все с удовольствием бегали именно в библиотеке. И почему-то с детства я помню, что мне всегда нравились книги про путешествия, про приключения. Вот это вот оно до сих пор осталось. Вот, то есть все, что касается вот каких-то путешествий, исторические романы, ну это, собственно, как бы не совсем оригинально, потому что эти книги, они есть у всех, так скажем, на столах. Что еще хочу сказать? Конечно, перечитываешь классику, она звучит совсем по-другому, чем в то время, когда мы это все изучали по школьной программе. Поэтому, ну, такой беспроигрышный вариант, да, классику надо читать. Вы любили в детстве читать книги про приключения. А какая ваша самая любимая книга была в детстве? Ну, почему-то «Робинзон Крузо». Вот, почему-то вот так, вот с ней я жила в детстве. И сейчас, когда такая выдается возможность уезжать на какие-нибудь там острова, вот иногда представляешь себя Робинзоном Крузо. Как он там жил, как строил хижины. Анжелика Викторовна, а какое у вас хобби? Расскажите, пожалуйста. Ну, хобби у меня совершенно замечательное. Вот, я стала собирать сказки. Вот, я с собой прихватила те книжки. Ну, я взяла сейчас бурятские сказки. Хотя у меня очень большая коллекция сказок, многочисленная коллекция сказок народов мира, так скажем. Вот. Это мое любимое издание «Бурятские народные сказки». Это очень старое издание, которое тоже мне очень дорого. Мне это подарила моя подруга, которая сказала, что вот это мне пригодится. Спасибо большое. Вот, мне очень... Вообще сейчас появилось очень много очень хороших, качественных изданий для детей. И это вот бурят-монгольские сказки. Сказки народов Азии. Вот, посмотрите, вот очень хорошо исполнена, очень хорошая подборка. Вот я рекомендую для семейного чтения. Вот сказки народов Азии. Посмотрите. И Аполлона Шадаева. Очень хорошее исполнение. Это вам хватит надолго, чтобы читать с ребенком. Вот, посмотрите, вот сказки «Озеро Байкал». Тоже очень красивое исполнение. Мне очень нравится. И хочу отметить еще одну книгу, специально принесла. Вот моя любимая сказка, ну, одна из любимых бурятских сказок «Алтан Хайша. Золотые ножницы». Вот. И это наши известные художницы Ирина и Ольга Ертахановы сделали вот такую книгу. Кто ее еще не купил к себе в домашнюю коллекцию, вот спешите. Потому что, конечно, вот эти все книги, они изданы очень небольшим тиражом, но они есть в продаже, поэтому купите. Почему? Потому что, несмотря на то, что я вот создала интернет-проект Байкал Tales, я все равно считаю, что вот книга, она не заменит никакой гаджет. Вот с ребенком нужно сидеть, читать книжки, рассматривать иллюстрации.
лежать там в обнимку на диване и все это читать, слушать, обсуждать. Ни один гаджет, конечно, такого не заменит. Вот. И эта книжка, посмотрите, тоже она очень хорошо сделана, прямо классно она сделана. С одной стороны на русском языке, с другой стороны вот, и на бурятском языке. Смотрите, как здорово ребенку. Вот. Это очень здорово. Ну и, конечно, иллюстрации сестер Ертахановых. Вот, это наши художницы уже с мировым именем. Вот, замечательно. Поэтому, когда я хожу по книжным магазинам, я обращаю внимание именно на сказки. Ну вот, видимо, в детстве я еще задержалась. Сейчас вы занимаетесь изданием книг. А как к вам пришла идея издавать книги для детей? Идея пришла внезапно. Вот я сейчас расскажу. Вот первые книжки, вот они, вот самые такие, наверное, дорогие, вот они вообще как я говорю, что это вообще изначально был семейный проект. Вот, мой отец, которого в семье мы все зовем дед, я заметила, что летом вот, он, занимаясь внучкой, просто стал переводить книжки на бурятский язык. Вот. И это было такое очень у него такое интересное занятие, они были очень погружены. Потом в этот проект перевода погрузились мы всей семьей. И получилось так, что, заглядывая так буквально через плечо вот своему отцу, вот я увидела, что это еще можно отрисовать. Вот, и получается вообще хорошо. Поэтому стали привлекать, я уже тут, наверное, профессионально взялась за дело, вот, привлекла художника, который, я видела, что вот эта книжка должна вот так выглядеть, что пусть в доме, где живут баба с дедой, пусть они будут жить в юрте. Вот здесь, само собой, получилось, что они должны были одеты в национальные костюмы. Появилась внучка, которая была отрисована специально в стиле аниме. Вот как-то вот это вот все получилось. Вот то же самое вторая книжка, которую обсуждали, что теремок, почему бы ему не быть в форме юрты. Вот, почему бы зверюшкам не одеть национальный костюм, почему бы лиса и зайчик и все животные обладали азиатской внешностью. Вот, и в итоге, когда мы все эту сказку знаем, и так получилось, что они уже построили вот такую замечательную юрту. Вот. И это... Потом передо мной стала такая проблема, а где же отпечатать эту книжку, эти книжки, потому что мне хотелось, чтобы она была отпечатана на бумаге. Конечно, эти книжки для детей младшего возраста, и мне хотелось, чтобы они были в семье надолго. И поэтому обзванивалось очень много типографий, чтобы спросить, а кто же так может печатать? Потому что это специальная технология, это склеенный картон, то есть книжки из категории вечных, которые должны передаваться по наследству. Вот. Это было сложно, поэтому вот эти книги, они отпечатаны не в России. Но получились очень яркие, очень красивые. Вот. Я очень ими довольна, они мне душу греют, потому что это наш совместный проект с моим папой. Вот. И как-то все в этом поучаствовали. И эта работа наша совместная была отмечена. Это лучшие книги года по итогам книжного салона, который проходит у нас в Республике Бурятия. Вот. Это получилось очень хорошо. И что мне нравится, эти книжки уже живут своей жизнью. Мне пишут, что по этим книгам просто ставят детские спектакли, потому что это очень удобно, очень хорошо, очень красочно, дети одевают костюмы, тут читают все. Кстати, очень хорошо это все сделано, сейчас смотрю и продолжает самой все нравиться.
Ну, собственно, вот так пришла идея издавать книжки. Получилось хорошо, вот, понравилось, ну и как бы процесс пошел. Вот так. Очень красивые книги. Уверена, что дети с удовольствием читают книги. Ну, можно я еще скажу, да, пару слов, что это, конечно, книги не только для детей. Вот, это прежде всего, наверное, для совместного семейного чтения. Вот, потому что пусть рядом сидит мама с папой, пусть сидит бабушка и дедушка, пусть они читают своим детям вот эту книжку. И это же мой отец как-то интуитивно выбрал именно эти книжки, потому что вот там идет повторение, и когда вот вы дочитываете до конца некоторые слова и фразы, вы просто запоминаете. Вот, поэтому вот как-то, конечно, вот очень нравятся мне именно эти книжки. Сидя как-то за игрой с внучкой, Виктор Владимирович Мешков решил рассказать девочке сказку. Но рассказать не так, как к этому она привыкла, а совершенно иначе, с переводом. С этого момента идея перевода на бурятский язык известных русских сказок превратилась в целый проект. Красочные книжки с рисунками в национальном стиле совсем скоро станут неотъемлемой частью учебного процесса в детском саде «Журавленок». Дети уже с 3 лет, ну даже не с 3 лет, с младшего возраста будут знать, какие костюмы одеваем, в каких домах жили. Вот в этом плане сказка уже учит нас. Хотя проект изначально появился как семейный, о нем можно говорить как и об общественном. Он адресован не только детям, но и взрослым. Ведь хранителями всего богатства языка, народа и традиций являются именно они. Перед даже школой должны бабушки и дедушки научить своего ребенка, внука, внучку, хотя бы дать азы бурятского языка. В национальном стиле выдержан не только внешний вид персонажей, но и дизайн книги в целом. Сделано это для лучшего восприятия. По словам автора проекта, сегодняшний результат – только начало большого издательского пути. «Репка» и «Теремок» изданы тиражом в 2000 экземпляров каждая. Часть из них будут использоваться в детских садах, остальные же поступят на продажу в магазины Улан-Удэ. Байырма Роднаева, Виктор Агафонов, телекомпания «Аригус». Как я знаю, у вас есть еще один важный проект. Это выпуск книжки «Раскраски. Национальный костюм», который интересен как и для детей, так и для взрослых. Как историк по профессии вы, наверное, проделали большую работу по изучению и сбору материалов. Расскажите, пожалуйста, об этом. Спасибо большое за такую оценку. Конечно, работа была проделана большая, но она была очень интересная и захватывающая. Книжка, она сама по себе небольшая, очень тоненькая, но она вот специально она сделана в формате раскраски. Вот, потому что многие родители, когда видят, что ребенок хочет заниматься раскрашиванием, вот, он раскрашивает всевозможные картинки. Вот, и я, глядя на тем, как моя маленькая дочь раскрашивает вообще все, что угодно, вот, я решила совместить приятное с полезным. Вот, собственно, как бы и родилась вот такая идея, вот, национальный костюм. Здесь представлены костюмы бурят, которые проживают, так скажем, на востоке и на западе. Вот, костюмы, ну, мы называем семейских, вот, и якутский костюм. Вначале коротко рассказано вообще, какие костюмы носят люди, которые проживают в нашей многонациональной республике. Конечно, это не только русские, буряты, якуты. Очень много у нас национальностей, и очень хорошо, что мы живем дружно и гармонично. Другое дело, что вот сейчас мне говорят, что просят продолжения, потому что где у нас другие национальности, где другие народности представлены. Поэтому вот сделав первый шаг, наверное, нужно идти дальше. Вот. Ну, на самом деле тоже хочу сказать, что мне этот проект дорог тем, что он совместно сделан с нашим замечательным модельером-художником Милой Шараповой. Вот. Она считается художником по костюмам, она замечательно шьет именно
национальные костюмы бурятские, она шьет стилизованные костюмы. И буквально вот у нас очень быстро родился другой проект. Мы решили участвовать в мероприятии Байкал Fashion Week, который проходил у нас в Бурятии. Вот, и мы с ней буквально за неделю отшили костюмы и представили проект «Живая книжка. Национальный костюм». Вот у нас девочки, которые одеты в национальные костюмы, которые представлены в эти книжки, точь-в-точь. То есть Мила подобрала материалы, вот буквально, вот, которые вот здесь изображены. Это было очень здорово, поэтому эта книжка это фэшн-книжка. Друзья, мы с удовольствием представляем вам авторский проект Анжелики Мешковой «Национальный костюм. Живая книжка». В этом году журналист, главный редактор информационного агентства «Восток Телеинформ» Анжелика Мешкова получила грант Министерства культуры Республики Бурятия на издание детской книжки раскраски «Национальный костюм». Давайте поприветствуем детишек, они перед вами, юные модели. Сегодня куколки, наряженные в костюмы народов, проживающих в Забайкале и Прибайкале, сойдут со страниц детской книжки и покажут вам всю красоту и очарование национального костюма. Куколка в костюме восточных бурят. Куколка в костюме западных бурят. Куколка в костюме семейских. И куколка в костюме эвентов. Автор проекта «Живая книжка», автор детской книжки раскраски «Национальный костюм» Анжелика Мешкова. И художник по костюмам Мила Шарапова. Дорогие друзья, в каждой семье есть свои любимые сказки, которые когда-то вам рассказывала мама, бабушка, а может быть и прабабушка. Какие-то сказки вы прочитали и услышали в зрелом возрасте, и теперь рассказываете перед сном своему ребенку. С такими словами вы обратились к пользователям при создании нового проекта, интернет-проекта «Байкальские сказки». Что это за проект? Расскажите нам подробнее, пожалуйста. Это замечательный проект, он мне тоже нравится. Ну, посмотрите. Так я покажу, здесь название сайта, это Байкал Tales называется. Это, собственно, как бы продолжение и весь сбор материала, который вот можно у нас найти
по теме национальной культуры людей, которые проживают в нашем Байкальском регионе. Этот проект называется «Байкальские сказки». Вот, и рассказывает о национальной культуре, обычаях, традициях всех людей, которые проживают на территории Байкальского региона. Очень интересный, очень прикладной, имеет, как мне пишут, большое практическое значение, потому что там есть все, вы можете посмотреть, и сказки, и пословицы, и поговорки, и обычаи, традиции, и какие национальные блюда вы можете приготовить. В общем, все там есть. Этот проект живой, он постоянно развивается, хотя ему, если я не ошибаюсь, уже, наверное, лет 5. И вот на протяжении всего 5 лет он завоевал определенную популярность. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание, заходите на сайт baikaltales.ru. Я думаю, что вы будете довольны, еще раз обращаюсь, и взрослые, и дети. Бурятская народная сказка «Алтан-Хайша. Золотые ножницы». Читает директор, главный редактор информационного агентства «Восток-Телеинформ», руководитель проекта «Байкальские сказки» Анжелика Мешкова. В прежние давние времена жил, говорят, один хан. У этого хана был единственный сын. Думает хан: сердце у моего сына не злое, а ум небольшой. Когда я умру, как он будет править? Надо найти ему такую жену, чтобы сумела его на правильный путь наставить, вовремя остановить. А где найдешь такую жену? И решил хан: пусть она будет хоть дочерью последнего бедняка, мне все равно, лишь бы была умна. Отправил хан послов Тушемилов и приказал им: поезжайте и найдите самую умную девушку. Отправились Тушемилы, объехали все улусы, много дней в пути пробыли, нигде не могут найти подходящую девушку. А чем закончится эта замечательная сказка, вы можете узнать, посетив сайт «Байкальские сказки». Бурятский народ всегда на праздниках поет песни, играет на оригинальных музыкальных инструментах. Об этом чарующем мире музыки рассказывает красивая, красочно иллюстрированная ваша книга для детей «Музыка степи. Бурятские музыкальные инструменты». Познакомьте, пожалуйста, с этой книгой. Книжка действительно получилась очень хорошая, называется «Музыка степи». Это про бурятские музыкальные инструменты, но не только бурятские музыкальные инструменты, это про инструменты кочевников, степных кочевников. И опять-таки у нас очень много музыкальных инструментов у бурятского народа, и, как, собственно, и у других кочевых народов, но мы о них очень мало знаем. Хотя мы знаем, что такой инструмент, как муринхур, он является символом нашей республики, но, наверное, не все знают, что этот инструмент внесен в список ЮНЕСКО. И другой инструмент, и даже не инструмент, а техника игры на лимбе тоже вошли в сокровищницу мировой национальной культуры. Эта книжка, она собрана из небольших рассказиков про музыкальные инструменты. Как я уже сказала, что какой-то инструмент стал символом страны, а какой-то пошел дальше путешествовать по миру. И хочу сказать, что у нас Бурятия находится в очень интересном географическом положении. Мы находимся, в те времена находились на пересечении Великого Чайного пути, Великого Шелкового пути. И когда караван купцов заходил в то или иное селение, конечно, это было целое событие. И не только угощали друг друга какими-то заморскими кушаньями, но и, конечно, звучала музыка, звучали песни. И кому-то понравился этот инструмент,
И он оставался и жил очень долгое время, и с течением времени народ стал воспринимать этот инструмент своим. И это очень много касается таких инструментов, как, например, как лимба, да, вот, ятага, и вот такие вот колокольчики, волшебные погремушки, ханхинур, ну вот вы увидите, наверное, да, такие барабанщики. И надо сказать, что музыка, она сопровождает нас вообще всю жизнь. И поэтому, пожалуйста, посмотрите, это будет очень любопытно. Здесь собраны еще все легенды о Маринфуре, которые, я думаю, что очень интересны будут. Ну и представлены несколько песен, которые я посчитала, что если мы хотя бы эти песни выучим на бурятском языке, то это будет уже замечательно. Но пусть это будет только первым шагом в познании нашей национальной культуры. Очень познавательная и интересная книга. Спасибо большое. Нам, молодым, важно знать свою национальную культуру, обычаи, традиции. Скоро мы будем отмечать Новый год по лунному календарю Сагалган. Расскажите, пожалуйста, что значит для вашей семьи Сагалган и о ваших семейных традициях, как вы встречаете этот праздник? Ну, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех с наступающим праздником Белого месяца. Конечно, в нашей семье этот праздник особый. Это прежде всего семейный праздник. И мы воспитаны так, что вот в нашей семье, что мы в эти дни, хотя не только, конечно, в эти дни мы должны отдавать дань уважения старшим, но в этот день мы всегда стараемся собираться все вместе. Обязательно поздравляем детей, родителей прежде всего. Стараемся встретить гостей белой едой, ну, вот этим нашим национальным блюдом бузы, вот как без него, какой праздник. Вот поэтому, наверное, так многие отмечают. Вот как-то вот такого особого ничего нет, просто всегда хочется и надеяться, что предстоящий год возьмет все хорошее, что вот было с нами в прошлом году, и что в будущем году все будет хорошо. Прежде всего в семье, потому что семья — это наш очаг, это наша радость, это наше все. Поэтому, дорогие дети, уважайте своих родителей, вот, уважаемые взрослые, не забывайте своих родителей, даже если вот вы уже совсем такие большие стали. Анжелика Викторовна, благодарим вас за интересную встречу. С нетерпением будем ждать новые книги, и я хочу пожелать вам счастья, здоровья, вдохновения и новых замечательных проектов. Спасибо, Анечка, тебе дальнейших успехов, а вам, уважаемые взрослые, дорогие дети, здоровья, успехов, всего самого лучшего. Спасибо большое. Спасибо большое.